Saygılı teleseyircilerimiz, men sizlerine tekrar selamlayım. Bugün iyunun 26'sı bugün bizler bayrak gününü kayıt etemiz ve hatırlatam bugün kun devamında ATR telekanalını seyir etiniz çünkü paytaxtda ve Ukrayna'da olup geçken tedbirlerini biz sizlerge göstereceğimiz ve kun devamında marafon geçirilecek. Ve men sizlerine bugünkü misafirimizni tanıştırmaya isteyim. Bu belli tarihçi Gulnara Hanım Бекирова. Ассаляму алейкум, Гульнара Ханым. Алейкум салям. Гульнара Ханым, пользуясь случаем, я вас поздравляю с нашим крымско-татарским флагом. Ну, я хочу поздравить вас, конечно, Эльмас Ханум, потому что, вы, в общем, тоже из такой семьи славной, да, которая в этой борьбе много лет, да. Ну и, конечно, наших зрителей, потому что в истории крымско-татарского народа 20-го столетия, к сожалению, трагических страниц значительно больше, чем, вот таких радостных. А у нас сегодня двойной праздник. И это очень важно, потому что далеко не все помнят, но мы, историки, обязаны помнить, да, такие даты важные. Во-первых, конечно, День крымско-татарского флага. 10 лет мы уже отмечаем этот праздник. И день начала крымско-татарского нашего очень важного события. Но я думаю, что не только крымско-татарского, но и события для всего Крыма. И я думаю, что, наверное, и для Украины это, конечно, начало второго Курултая крымско-татарского народа, который ознаменовал победу национального движения, где спустя 74 года народ, который уничтожали, подвергали планомерному уничтожению, то есть геноциду, действительно восстал подобно фениксу из пепла. И это, я не преувеличиваю, это абсолютно так. И в 1991 году, в этот день, крымские татары собрали в Симферополе на своей исторической родине после долгих лет изгнания национальный съезд. И это случилось спустя вот эти самые тяжелейшие 74 года изгнания, геноцида, репрессий, массированных. И на протяжении долгих лет, когда крымские татары после 17 года, когда был создан и собран вот этот самый первый Курултай, я не могу даже назвать другой народ, который за 74 года пережил столько драматических событий. Мы, крымские татары, иногда, крымские татары, наверное, знают, конечно, эти страницы, но украинцы наверняка не представляют в полном объеме, насколько эти 74 года были наполнены событиями. То есть этот путь между первым Курултаем 1917 года и вторым Курултаем 1991 года тут пролег такой путь с такими масштабнейшими потрясениями. Мало какой народ за века, может быть, переживал столько. И это, конечно, была победа. И победа была, которая случилась 10 лет, День крымско-татарского флага. Я хочу особо подчеркнуть, что это взаимосвязанные события. В истории вообще многое взаимосвязано, а в нашей тем более. И положение, флаг — это символ государственности. И это еще то важное понятие, которое мы, крымские татары, не только должны всегда помнить. Мы государство, образующий народ. Мы политическая нация. Другое дело, что нас уничтожали. Трудно себе представить вообще, какой народ пережил такие тяжелейшие демографические потрясения. Когда из большинства на своей исторической родине мы превратились всего за какие-то 150 лет в меньшинство. Это случилось после первой аннексии до как раз первого Курултая. Видите, как тут все связано? Все это связано, да. И давайте вспомним. Сегодня мы будем вспоминать второй Курултай, который был в 1991 году. Это, как вы сказали, в историческом плане этот Курултай был победой, и переломным годом. Давайте посмотрим, как это было, а далее продолжим.
Ну а мы продолжаем наш сегодняшний эфир, посвященный Дню крымско-татарского флага. И я напоминаю, гость нашей программы, известный крымско-татарский историк Гульнара Ханум Бекирова. Гульнара Ханум, мы сейчас увидели кадры первого Хурултая, делегатов, которых, к сожалению, многих уже нет. А что предшествовало Хурултаю, какие события происходили? Ну, во-первых, конечно, нужно сказать о том, что демократизация в стране инициировала новый подъем национального движения. Конечно, национальное движение крымско-татарского народа не затихало никогда. Вот после изгнания были кризисы, были тяжелые периоды, которые были связаны с репрессивной такой установкой властей. Но в 1987 году, конечно, массовые акции крымских татар в Москве, они сделали крымско-татарскую проблему без всякого преувеличения проблемой всего мира, не только Советского Союза. И этот расхожий миф о том, как Горбачев якобы вернул крымских татар в Крым, он до сих пор функционирует. Ну, конечно, мы понимаем, что ни Горбачев, ни тогдашнее Политбюро категорически не хотело возвращать крымских татар на историческую родину. И вот как раз в этот момент крымские татары, несмотря на действительно вот такой ненасильственный характер национального движения, это очень важное завоевание, вот наша стратегия национального движения, которая мирным путем позволила целый народ вернуть на историческую родину. Это такой колоссальный мирового значения опыт, который нужно изучать всему миру. И вот когда Мирослав Маринович говорит о том, что нужно номинировать на Нобелевскую премию мира Мустафа Ага Джемилева, да, национальное движение крымских татар, это абсолютнейшая правда. А ему-то со стороны виднее, потому что он видит немножко события под другой оптикой. Так вот, действительно, вот эти самые акции крымских татар в Москве, они, с одной стороны, показали мощь крымско-татарского движения, показали, что крымские татары, как политическая нация, уже готовы, ну, настолько организованы, что готовы вернуться на историческую родину, самостоятельно, уже понимая, что власти, ну, на тот период просто не планировали это сделать. А вот, кстати, а какой была реакция местных властей на проведение Хурултая? Ну, реакция, да. Что касается проведения Курултая, то, конечно, 85-87 годы это, ну, некоторое затишье перед бурей, но уже после московских акций, конечно, начинается буря для местных властей, местных и для центральных. И нескончаемые мероприятия, акции, демонстрации крымских татар 1988 года сотрясают абсолютно все регионы проживания крымских татар. Вы знаете, наверное, по Узбекистану, я хорошо помню по Мелитополю, по соседней Новоалексеевке и, конечно, в Крыму. То есть крымские татары, по сути, явочным порядком уже возвращаются на свою историческую родину. И когда в 1989 году, ну и, конечно, сами власти способствуют своими, ну, такими решениями, такими текстами, такими, знаете, завуалированно дискриминационными документами, сами, в общем-то, способствуют этому. И, конечно, вот недавно рассекретили целый массив документации о том... Вот давайте, поделитесь редкими. Да, документы КГБ Украинской ССР. И это, конечно, колоссальный массив. И я, честно говоря, я просто поражаюсь, насколько вот эти самые властьпридержащие внимательно отслеживали буквально каждый шаг активистов крымско-татарского национального движения. Это может вообще выглядеть даже удивительно, потому что сегодня-то многие руководители говорят о том, что мы вообще не знаем, что это за крымско-татарское движение, а что за государственность такая. А вот здесь, например, это документ от 4 июля, а массив документации 87-88 года. Там, например, после того, как было принято решение активистами в марте 1989 года, там, ну, некое решение, да, в мае 89 было организовано ОКНД, Организация Крымско-татарского национального движения, то есть крымские татары уже перешли к более организованным формам борьбы в новых политических реалиях.
Как вы И? думаете, Эльмаз Ханум, Да, были и ли поделитесь. отражены эти шаги движения в документах? Конечно, я просто не смогла, если бы я знала, что вы меня об этом спросите, я бы вам вот такой массив бы принесла, все бы распечатала. И представьте себе, действительно, и там сказано, что экстремисты во главе с многократно судимым, я буквально цитирую, рецидивистом Мустафой Джемилевым Мгм. организовали вот такую самую ОКНД. И дальше в том же духе они планируют создание на территории Крыма. Ну, там всякие инсинуации, там несколько видов инсинуаций. То исламский халифат, то какую-то государственность, то захват каких-то там территорий, подготовку каких-то, знаете, таких специалистов. Ну, в общем, это фантасмагорические тексты. Ну, а этот документ, который я распечатала, вот это как раз о том, как проходил Курултай, второй Курултай крымско-татарского народа. И это уже документ Леониду Макаровичу Кравчуку, ныне здравствующему, ну, который, как оказалось, теперь друг крымских татар. Он часто говорит о том, что как он вообще хорошо относится к крымским татарам. А это документ главы КГБ товарища Галушка. И вот здесь черным по белому написано, это через 5 дней после окончания Курултая. Вот написано: о съезде народных представителей, по имеющимся данным, в работе состоявшегося 26-30 июня в Симферополе съезда народных представителей крымских татар Курултай приняло участие 268 делегатов из различных регионов, около 70 ветеранов национального движения здесь в кавычках. Ну и рассказывается о том, как это все вообще проходило. Ну, конечно, ну, в такой форме, то есть, ну, это настолько детально, то есть здесь говорится о том, Вплоть до делегатов Курултая. Вплоть до делегатов написано, что да, вот приняли бывшие правозащитники в кавычках Подробинник и Лавут Москва, представители зарубежного отделения организации в Турции, в США. И, значит, здесь это все передается в такой форме, что, знаете, вот я как историк начинаю анализировать и думать, как же все-таки эти карательные органы настолько не понимали, это я такое культурное слово нахожу, чаяние крымско-татарского народа, который Карательные органы могут понять чаяние, они же не... Да, ну, понимаете, они действительно карательные были, но когда идет речь вот о таких масштабных инсинуациях и фальсификациях чаяний целого народа, это там не одного человека, не двух человек, а всего народа, который собрал после многих лет изгнания свой национальный съезд, и все это ведь документы для внутреннего использования. То есть это инструкции для дальнейших политических решений. И, конечно, тут должен был сидеть вместо меня Леонид Макарович и рассказать вам, и рассказывать, в общем, о том, Эльмаз Ханум, как вообще он реагировал бы на это. Но я думаю, что Леонид Макарович вряд ли сейчас об этом вспомнит, потому что масса документов как раз перед Курултаем обо всех шагах национального движения, об активистах. То есть мы даже знаем список тех людей, кто был вот на карандаше. Мустафа Джемилев, даже Абдуришид Джипаров, Искендер Фазыл, Самые Шевкет активные. Кайбулаев, да. То есть те люди, Сабрия Сиутова, то есть те люди, которые очень активно участвовали в московских акциях. И вот эта документация вся сохранилась, она сейчас рассекречена. И я, как историк, могу только догадываться, сколько же на самом деле вот такого рода документов еще не рассекречено. И, конечно, вот в такой очень враждебной обстановке крымские татары возвращались на свою историческую родину. И когда организация Крымско-татарского национального движения, ее активисты, Мустафа Ага Джемилев прежде всего, приняли решение о том, что на своей исторической родине нужно собрать вот этот самый национальный съезд, который бы собрал и лучших представителей народа, поставил цели, провозгласил те основополагающие какие-то принципы. Конечно, это колоссальная победа национального движения. Мы уже немножко, мы привыкли просто, мы же в этой среде, да,
И мы даже не понимаем иногда, насколько, ну, с какими людьми, во-первых, мы ну, рядом находимся, да, какие это действительно интеллектуалы. Представляете, народ, который был изгнан, который был подвергнут жестокому геноциду, он восстал, и он собрал, по сути, ну, парламент или, ну, не знаю, такой орган национального Ну и тогда еще самоорганизации. большая да? часть соотечественников еще находилась в Узбекистане. Совершенно Об этом тоже верно, нужно да. не забывать. И поэтому, представляете, национальное движение, которое демократическим путем организовало национальный съезд, демократическим путем были избраны делегаты съезда. То есть Вот подготовка... давайте поговорим о делегатах и вспомним делегатов. Большая часть, конечно, была из Крыма, но я очень хорошо помню Узбекистан. Тогда наша семья, это 91 год, мы еще жили в Узбекистане. И я помню, как узбекская делегация крымских татар готовилась к Хурултаю. Предварительно собирались мы дома, мне дома даже собирались делегаты Хурултая, мой папа тоже был этим делегатом Хурултая, готовились. 88 было делегатов из Узбекистана, это большая часть, можно как достаточно высокий больше процент. Только в Крыму. Больше только в Крыму, да. Находилась еще в Узбекистане, несмотря на это, приехали на Хурултай. Немножко некоторым даже запрещена была, да, турецким делегатам. Сегодня с нами на связи будет Зафер Каратай. Расскажите о делегатах, об участниках, о самых важных. Давайте так. Я, честно говоря, здесь, конечно, во-первых, было избрано 255 делегатов, да, участвовали. Действительно, большая часть из Крыма, 80, по-моему, 88 да, человек из Узбекистана, меньше из других регионов. Конечно, что очень важно, это действительно были представители всех регионов. Очень важно, что в работе съезда участвовало десятки журналистов. Это, кстати, тоже вот в информациях КГБшных, да, и всех уровней КГБшных было отмечено. Да. Конечно, что называется, русские, я так условно говорю, друзья крымских татар. Это и Александр Павлович Лавут, теперь уже ныне покойный, мы вот 3 дня назад мы вспоминали его. Это Валерий Евгеньевич Вазгрин. Вчера был его день рождения, к сожалению, тоже уже ныне покойный человек, который создал историю крымских татар, и мы благодарны. Мы будем ему благодарны за это, вот сколько будет жив крымско-татарский народ. Это, конечно, ныне здравствующий Александр Подробинник, друзья крымских татар, такие вечные. Да? Это Григорий Матвеевич Александров, один из тех людей, кто за участие в крымско-татарском национальном движении подвергся очень жестоким репрессиям. Он же был в психбольнице несколько лет, больше, если я не ошибаюсь, 5 лет. И он написал стихи. И он сказал, я был на Курултае, я видел речи, исполненные мужества. Я могу зачитать, просто не хочу сейчас... Можете немножко зачитать. Да? Можно, да? Да. Я тогда позволю себе зачитать, что написал Григорий Матвеевич Александров. «На днях мне удалось побывать на Курултае. Я услышал речи, полные мужества и здравого смысла, и постарался понять, как живет народ, о чем мечтает, куда стремится. Я поверил, что будущее крымских татар в Крыму и только в Крыму. Народ-изгнанник будет народом-хозяином». И я считаю, что несмотря на все наши сегодняшние потрясения, крымские татары, народ, хозяин вот в том смысле, о котором говорил Григорий Матвеевич Александров. Честный русский писатель, который знал, что коренной народ Крыма, крымские татары, любят эту землю, что они никогда не отдадут ее на растерзание, потому что они снова здесь, на своей родине. И поэтому мы сегодня вспоминаем второй Курултай крымско-татарского народа. Если бы было время, я бы вспомнила нашу победу на первом Курултае, но я понимаю, что это отдельная история. Это отдельная история, и день да. крымско-татарского флага, потому что положение о флаге, то есть флаг — это национальный символ, тоже был принят вот на этом самом втором Курултае, так же, как и целый ряд документов. Первым документом являлась Декларация о национальном суверенитете крымско-татарского народа, где говорилось о том, что крымские татары имеют право на свою государственность, на своей единственной исторической родине. Но это тоже надо зачитывать отдельно, анализировать. Нет этого времени. Но, тем не менее, это очень важные документы.
интересно, и очень интересно рассказывать. И ну, у нас есть сейчас связь с Америкой. С нами на прямой связи президент крымских татар в Соединенных Штатах Америки Нариман Асанов. Селям алейкум, Нариман агам. Алейкум селям. Нариман аган, біз фырсатнен файдаланып, сызны да байрақ күнінен хайырлаймыз. Ве бүгін диаспорамыз тарафындан насыл тедбірлер кечірілежек. Sağ olunuz. Gülnar Abdem'de koruyorum. Sağ olunuz. Selam алейкум, Нариман агам. Алейкум селям. Rusça айтacağım, evet, anlasınlar. Вы знаете, что касается вообще в целом нашего национального флага или даже, можно сказать, истории в плане того, то, что мы сегодня здесь как бы в Америке, задумываешься иногда, вообще сила флага в чем заключается? Сильнее ли он гимна, или гимн сильнее, или что-либо, которое представляет особенность от той или другой нации? Наверное, все-таки у нас, у крымских, есть особенность, то, что в данный момент, на 2014 год, то, что мы все были как бы свидетелями, особенность в том, то, что флаг единственный, наверное, на данный момент, который нам напоминает о Крыме и нас соединяет. И если молча сказать, вот гимн должен прозвучать, чтобы его спели или услышали, и, естественно, с патриотизмом связали и с Родиной, и с нашим определением национальным. А вот флагу молча можно соединить тысячи, даже если это не совсем, скажем, от наших соотечественников. Все, кто его знают, они его ассоциируют с Крымом. Наши американские планы сегодня здесь будет, ну, у нас сейчас еще, как бы, можно сказать, раннее утро. Ну, у нас в ассоциации сейчас, как и во всех странах мира, наверное, с коронавирусом связано больше, как бы, дистанционное общение. Будет, ну, час, как минимум, по интернету собрание, где люди смогут показать короткие видео, где дети участвуют. И особенность для нашей диаспоры здесь: многие взрослые, естественно, хорошо знают про флаг и знают, с кем он ассоциируется, или с чем, или с Родиной, и со всем нашим национальным движением. Для детей очень важно знать, что именно этот флаг их, ну, наверное, малой Родины или Родины их родителей, их дедов. И когда задают вопрос, почему он такой своеобразный, ну, во-первых, цвет голубого, наверное, все-таки ассоциируется то, что мы омываемся, весь полуостров омывается водой или морем. А вот насчет Дамги, это, наверное, Гульнар Абдем даже лучше знает. Насколько я знаю, во времена ханства, когда Тамга была в противоположном виде, это была как бы проблема правосудия, то есть хан мог этот флаг поднять и выходить в какое-то, ну, скажем, такое международное противодействие. Ну, на данный момент, насколько я знаю, Тамга у нас находится в положении мира. Так что, наверное, весы правосудия на данный момент у нас как бы, ну, скажем так, застой. И больше всего, наверное, наша цель вообще, как я имел в виду, объединиться, по крайней мере, хоть мыслями, что этот день нашего национального флага ассоциируется только с Крымом. Нариман аға, біз сізге жан жүректен мейірдармыз, çok sağ olunuz bizlerden bağlanğanınız için. Біз все девам этемас. Напомню, гость нашей программы. С нами на прямой связи был президент Ассоциации крымских татар в Соединенных Штатах Америки, гость нашей программы, известный крымско-татарский историк Гульнара Бекирова. И сегодня мы вспоминаем события второго Курултая. Гульнара Ханум, мы с вами вспоминали сегодня правозащитников, друзей крымских татар, которые участвовали на Курултае. И нужно отметить, что всегда на нашем Курултае, на последующих Курултае у нас всегда были друзья, которые активно поддерживают крымских татар. И Петр Григоренко, и многие другие были активными участниками нашего движения. Расскажите, а кто был председателем второго Курултая? Ну, возглавлял оргкомитет Сервер Амиров. Это, ну, действительно опытный очень человек, который, ну, был одним из там министров, да. И знаете, что мне очень импонирует, что действительно
И это сильная сторона национального движения. Я понимаю, что, может быть, сейчас ну, некоторые участники движения будут говорить, что вот, дескать, там он был функционер, он работал в Узбекистане на высоких должностях. Да, это верно. Был Рифат ага Апазов, который там отправлял Гагарина в космос и долгое время там работал в Москве. Заслуга национального движения крымско-татарского того периода, что к решению проблем крымско-татарского народа были привлечены самые мощные интеллектуалы, представители культурной, интеллектуальной элиты всего мира, можно сказать, да, диаспоры крымских татар. И сила национального движения в том, что вот не было такого, чтобы, ну вот, если ты там, ну, условно говоря, там боролся, а этот человек, там, ну не знаю, вкладывал какие-то интеллектуальные силы, да, вот он должен быть отвергнут. Вот такая открытость нашего национального движения, да, вы, наверное, помните, я 20 лет я в национальном движении, да, ну, я так условно говорю, я себя там не считаю ветераном движения, я, например, просто занималась историей. И больше ничем больше особо таким профессионально не занималась. Но когда мой труд понадобился, потому что так случилось, что я занималась там историей депортации, я очень естественно вот стала частью общенародного движения. И точно так же там Рифат ага Апазов, да, интеллектуал, он почувствовал, что он нужен своему народу. И действительно, вот эти самые все основополагающие документы национального движения, их можно перечислить, вот эти люди вносили свой посильный вклад, умственный вклад. То есть вот этот период уже требовал не только борцов, он требовал интеллектуалов, потому что наше движение вышло на новый уровень. И мне кажется, вот эта сменяемость поколения, это ну вот сильная сторона нашего национального движения. И, конечно, сейчас некоторый застой в связи с аннексией, оккупацией Крыма. Но, в принципе, вот это вот сочетание, оно достаточно естественно, мне кажется, когда опыт представителей старшего поколения, среднего поколения и естественным образом вливается активная молодежь, это естественно, это было вообще присуще национальному движению, начиная с начала его существования в середине 50-х. Продолжая эту тему, продолжая тему делегатов, как нам всем известно, очень многих делегатов не впускали на Курултай, особенно наших соотечественников из Турции. И сегодня с нами на прямой связи Зафер Каратай. Селям алейкум, Зафер агам. Алейкум селям. Зафер агам, біз сізні әлбетте байрақ күнінен хайырлаймыз ве бүгін біз программамыздың девамында мына Гүлнара ханыммен бер екінші құрылтайны хатырлаймыз. Мына екінші құрылтай олғанда бір чоқ делегатларға құрылтайға Қырымға келмеге ясақлар oldu. Мына сізге де ясақ чықардылар. Вақында тариф қысқадан тариф етіңіз ве ама сіз бір қошылдыңыз. Vaqında hikayetiniz. Evet, o vakitte o devirki Ukrayna idaresi, Kırım'daki idareler vize bakımından filan çok problemler çıkardılar. Vize vermek istemediler bundan Türkiye'den gelecek misafirlerge. Ama hem Kırım'da yapılan hareketler hem dünya boyunca tedbirler neticesinde biz vizelerini aldık. Davet ettiğimiz misafirlerle beraber bu kurultayımıza gelip iştirak ettik. Şükürler olsun o kurultayında tarihi kurultayımızın da misafir olarak onda iştirak ettik, ona şahit olduk. Ve мына сіздің пікіріңізге көре, мына сіз Қырым татар милли әрекетіміздің башында оласыңыз, бір чоқ тедбірлерде иштирак еттіңіз, құрылтайда иштирак еттіңіз ве межлисіні бүгінгі күнде Түркияде темсил етесіңіз. Біздерге заферні қазанмақ үшін бүгінгі күнде біздер неге да çok emniyet vermeliyiz? Elbette bu şimdi şunu aytmak gerek. Biz diasporada milli hareketine Sovyetler Birliği devrinde yaparken de pek çok insan dediler ki ya böyle bir hayallerle uğraşarsınız. Sovyetler Birliği büyük devlet kolaylıkla onunla baş etilmez. Böyle yapmanız siz hayalle uğraşmanız diye baytardılar. Ama Sovyet devleti yıkıldı, tarihte yok oldu, tarihin çöplüğüne gitti.
Buna bugünkü günde de Rusya ve Putin rejimi de ilelebet sonuna kadar yaşamayacak. Çünkü biz haklımız, halkımız haklı, bütün dünyada bile ki haklı. Ama zorba Putin rejimi baskılarının, silah gücünün ve başka tedbirlerinin Kırım Tatarlarını sindirmeye, dünya boyunca yapılan hak hususların haklı göstermeye çalışacak. Ama Kırım Tatar halkı 18 Mayıs 1944'te sürgünlükteyken de dünyanın haberi yok etti. Öz başına bu Kureyş'ini alıp verdi. Ve bunda da galebe geldi, vatanga kayıttı. Ama ben bugünkü günde bakamam ki endüstrimizde çok daha fazla imkanlar var. Çok daha fazla bizim destekçilerimiz var. Çok daha fazla imkanlarımız ve şeraitlerimiz var. İnşallah biz bu şeraitlerinin gücümüzü birleştirip çok uzak olmayan zamanda bu bayrak gününde bu Kırım Tatar kök bayrağımızı bağımsız azat Kırım'da tikleyeceğimiz deyip nişanlamam. Bu kadar yürekten nişanlamam. Ben hususen de yaşlarımızın dünya boyunca hem Kırım'da hem dünyada diasporadaki yaşlarımızda da çok büyük bir işanç ve hareket görüyorum. Ve bütün bu güçlerle de ben nişanlam ki biz maksadımıza halkımız erecektir. Amin. Amin. Çok sağ olun Zafer ağam, bizlerle canlı bağımızға çıkanınız için. Siz de А мы продолжаем наш марафон. С нами на прямой связи был представитель Меджлиса крымско-татарского народа Зафер Каратай, гость нашей программы, известный крымско-татарский историк Гульнара Бекирова. И сегодня мы вспоминаем второй Курултай крымско-татарского народа, который проходил как раз в период с 26 июня по 30 июня. Гульнара Ханум, вы начали рассказывать о том, что об интеллектуальной составляющей Курултая. Скажите, как проходили выборы? Вот как проходили выборы на этот Курултай? Ну, конечно, опять-таки здесь нужно сказать о такой колоссальной работе, которая была проделана вот нашими активистами. То есть, если, значит, решение об этом было принято весной, о проведении Курултая было принято весной, по-моему, если я не ошибаюсь, в марте 90-го года, то есть год вот занимали как раз вот эти самые процессы выборов, демократических выборов, да, делегатов по всем регионам проживания, готовились документы, представители ОКНД. Интернета не было. Соотечественники по всему Советскому Союзу. Я почему, знаете, здесь вот запинаюсь, потому что я просто сама, сейчас вот вы меня спросили, я думаю, какая же все-таки колоссальнейшая работа в эпоху вот при отсутствии. Сейчас мы можем за одну секунду связаться. Мобильный телефон, интернет. А тогда люди разбросаны еще, вы верно сказали, ведь крымские татары тогда не жили в Крыму. Были разбросаны по огромным территориям, там часть в Узбекистане, часть в Сухуми, Турция, материковая Украина, Турция, Соединенные Штаты. И представляете, какой колоссальный должен был быть переговорный процесс, чтобы собрать, ну вот чуть больше года, да, понадобилось организации Крымско-татарского национального движения, чтобы, ну и активистам движения, чтобы вот организовать эти самые выборы. Да, мы, конечно, понимаем, мы знаем, что были борения и внутри национального движения, в частности, группа Юрия Османова была против проведения. Ну, это как бы здесь, я не хочу сейчас об этом останавливаться, заострять на этом внимание, но, в общем, сам факт того, что народ, который еще не собрался даже на земле, на родной, да, он смог собрать вот этот самый национальный съезд на своей родине и таким образом, и это ведь действительно, вот вы сказали, да, интеллектуалы, целый ряд вот этих самых документов движения, которые сегодня являются основополагающими для нас, да, восстановление государственности. То есть они написаны уже, это такая стратегия развития крымских татар на родине, вот весь этот комплекс документов,
национальном суверенитете, обращение к властям, обращение к Организации Объединенных Наций, документы о флаге, то есть о символах, да, о флаге, о гербе. Я, Нариман Бей, начал об этом говорить, просто, вдруг кто-то случайно, не знает, да, что флаг крымских татар в том виде, как вот он сейчас существует, и мы окружены этим голубым полотнищем, он был принят на первом Курултае крымско-татарского народа нашими такими духовными дедушками, нашими предками духовными на вот этом самом славном съезде. И когда было принято положение о флаге как раз в рамках Курултая, там говорилось об этой преемственности, о том, что второй Курултай, почему он, собственно, и назван вторым, потому что первый состоялся в 1917 году, и тем самым наши активисты национального движения говорили об этой приверженности и об этой преемственности и приверженности вот этим самым принципам. Я просто хочу сказать, что этого ведь флага не было в советское время. Флаг, который был признан и принят в Крымской АССР, был красным флагом. Потому что красный флаг был флагом Советского Союза. А голубое полотнище, оно ведь потом было глубоко репрессировано. Так же, как и активисты. И мы знаем, что даже упоминание Нумана Челебеджихана и всех, кто был в этой плеяде, это, они все были репрессированы рано или поздно. Кто-то в 28 году, кто-то в 38-м, 37-м, 38-м, как Челебеджихан, тот же Осман Акчокраклы, который, собственно говоря, вот как раз, мы можем сейчас с некоторыми оговорками предположить, что все-таки вот эту часть работы, потому что Осман Акчокраклы, известный историк, эпиграфист, он как раз был специалистом по крымским тамгам. И я так думаю, что, скорее всего, вот это полотнище голубое, это символика тюркизма, потому что в Крымском ханстве этого флага не было. И, конечно, наши активисты уже 91-го года, они, понимая, что они являются духовными, детьми или внуками той плеяды активистов, и они, по сути, нам вернули этот флаг, потому что он был глубоко, я подчеркиваю, репрессирован. Его не было в Советском Союзе, он не хранился в домах. И еще мы вчера с Ильми Ага уточняли этот вопрос Умеровым, когда же все-таки этот флаг появился. И так промежуточно, это еще такое некоторое мое личное исследование, когда он стал, кому пришло это в голову. Я пока сейчас не хочу говорить об этом, о результатах моего исследования, но сам факт, что в советское время, если бы, не дай бог, у кого-то нашли этот флаг, это гарантированно огромный срок заключения бы этот человек получил. И поэтому очень важно, что вот этот символ, с одной стороны, очень красивый символ неба, символ крымско-татарского нашей свободы, нашего солнца, крымского неба. Вот это наш флаг. Не красный, который напоминал красный, о советских временах, а вот не как хотелось раз, бы. вот как раз вот такой флаг. Основные задачи Курултая. Давайте немножко подробно расскажем, какими были основные задачи на тот период. Конечно, как я и сказала, конечно, очень важно было, что были поставлены стратегические цели, что крымские, продекларировано, что крымские татары являются коренным народом Крыма, что крымские татары имеют право на самоопределение на своей родной земле. Задачи те же. И, кстати сказать, вот эта самая декларация, это первый документ о национальном суверенитете. Его, я скажу, не понимают некоторые эксперты даже, некоторые некоторые представители украинского политикума или понимают превратно о том, что крымские татары жаждут отделиться или построить кстати, в этих документах СБУ того периода, кстати, об этом тоже пишут. Вот эти самые мифологемы оттуда пошли, с того периода этих самых КГБшных, потом СБУшных документов, что крымские татары что-то там замышляют. Вот это недоверие было еще с тех времен, с советских, а потом с времен периода уже независимости. То есть проблема кроется в непонимании. Проблема кроется в этом мифотворчестве карательных и советских органов. И не секрет, что в конце 80-х, и чуть-чуть позже,
Украиной руководили ну, люди, которые были крепко связаны с советским прошлым. Только сегодня, это мое мнение, но я думаю, что многие с этим согласятся, вот, на мой взгляд, Украина строится только сегодня, вот та самая демократическая, свободная, независимая, независимая прежде всего от вот этих самых, от этого самого советского наследия. Это, мне кажется, очень важным процессом, и очень важно, чтобы Украина, я уже немного перескакиваю, не сошла с этого пути, потому что... И Мы опять, все надеемся. мы тоже на это надеемся, мы надеялись на это в 2014 году. Конечно, хотелось бы большей последовательности украинской власти, преемственности, которую, кстати сказать, политическая нация крымские татары демонстрирует. То есть, представляете, в 1991 году наши интеллектуалы и наши борцы в одном лице, например, Мустафа Ага, он в одном лице борец, в одном лице интеллектуал. Вы поищите где-нибудь еще вот такое же сочетание. Почему тот же Маринович говорит, что у нас в Украине есть ну, личность вот такого масштаба, как Махатма Ганди. Это Мирослав Маринович, говорит, который много лет ну, является моральным авторитетом Украины. Да? И вот представим себе, вот эти люди написали о том, что крымские татары имеют право на свою государственность. Они сформулировали стратегические цели развития крымско-татарского народа. Государственность в составе украинского государства. Выбрали полномочный представительный орган Меджлис крымско-татарского народа, 33 человека. Это уже да? результаты. Это уже, да, результаты. так, результаты. Выбрали Мустафа Ага Джемилева главой Меджлиса крымско-татарского народа, председателя Меджлиса. И на протяжении долгих лет, как ну, все это знают, он был председателем Меджлиса, заместителем тогда стал Рифат Чубаров, ныне действующий председатель Меджлиса. Но, в общем, это действительно ну, тот опыт, который мы должны вообще каждый день напоминать Украине, ну, может быть, даже где-то иногда и сами себе, потому что вот я сейчас с вами общаюсь, вы как-то так, ну, хорошие, такие интересные для меня вопросы задаете, что я сама начинаю переосмысливать, ну, то, что вроде бы я и писала об этом. То есть идет какое-то, знаете, переосмысление того, все-таки какой путь был пройден, с одной стороны, с 917 по 91, это колоссальный путь, тяжелейший, и с 91 до 2020, и между этими вот такими сложное возвращение 91 до 14 года. И когда крымские татары уже как-то смогли ну, организоваться на родной земле, да, вы помните, 13-й год, там, выборы там, в Бахчисарае, такой же был солнечный вот флаг, день, как, когда ну, был выбран новый состав Меджлиса, ныне действующий, да. И вот эта трагедия 2014 года, она в значительной степени перечеркнула ну, вот некоторые наши такие начинания, но не стратегические цели, о которых вот вы говорите. То есть это крайне редко бывает, чтобы, ну, я только сразу вспоминаю там американскую конституцию, да, конца 18 века. Там, то есть вот такие стратегические цели нации на многие десятилетия, это только очень зрелые с точки зрения политического мышления лидеры могли заложить. Ведь мы же ни на йоту не сошли с наших интеллектуальных побуждений, я бы так сказала, наших интеллектуальных целей. Государственность крымских татар. В 1991 году мы об этом говорили, и мы продолжаем об этом говорить. И мы будем об этом говорить до тех пор, пока она не будет восстановлена в рамках независимого украинского государства. Мы об этом говорили, и мы продолжаем говорить. Другое дело, что мы не всегда услышаны, мы не всегда поняты, но упорство, с которым мы это будем делать, ненасильственным нашим способом, нашим опытом, я думаю, что он приведет к успеху. Мы тоже все надеемся, особенно в Крыму. Особенно в Крыму наши соотечественники все ждут этого дня, вы прекрасно знаете. Вы знаете, я бы хотела бы еще поговорить с вами, у нас мало времени, о крымско-татарском национальном движении. Я застала тот период, застала период Узбекистана, и я помню, как наши соотечественники самоотверженно боролись, и вот этот лозунг «Родина или смерть», как люди готовы были во имя Родины погибать. Вы знаете, когда приехала в Крым, я увидела немножко другое
другое национальное движение, я увидела немножко совсем все другое. Тогда была очень сильная борьба. Находясь в Узбекистане, у людей были дома, хорошие работы, но люди боролись вот только чтобы жить в Крыму и увидеть Крым. Вот как изменилось наше национальное движение? Вот анализируя его, есть ли вот такие люди? Вот тогда, и вот я просто помню этих людей, которые прям горели. Ну, Эльмаз Ханум, у меня ответ, видите, но я понимаю, что я вот когда вам отвечу, я буду сама себе противоречить. Вот у нас в эти дни, да, мы вспоминаем еще одну колоссальную, важную для нас личность, Мусамаму. Вот я хотела о нем сказать. Самосожжение Да, хотела как раз о нем сказать. 78-й год, представляете? Да, это простой человек, да, он приехал в Крым, чтобы просто жить в Крыму. Сегодня этот его трагический опыт до сих пор неизвестен в Украине. Как так могло произойти? Почему Украина не знает об этом нашем герое? Но мы тоже виноваты. Мы тоже где-то мы тоже виноваты, виноваты. да? Хотя мы говорим об этом, помним об этом, да? И, конечно, когда, ну вот, мы все вспоминаем этих самоотверженных людей, у меня просто сразу я вспоминаю Энвера Сеферова, Шевкета Абдурахманова, процесс Марата Амерова, Ситамза Умерова, то есть того же Мустафа Ага, который, ну, 60-х годов... Голодовки, вспомните. Голодовки, Вот, протеста, кстати, мы видим его на экране вот сейчас. Мусамаму, да, который подверг себя самосожжению при попытке повторного ареста. Только это человек, который всего лишь хотел жить на своей исторической родине. Февзи Сейдалиева мы должны вспомнить. Это человек, который тоже, ну вот как раз в эти дни, там, летом, точнее, он приехал в Крым в 1968 году, просто чтобы жить в Крыму. Уже в сентябре он вышел на демонстрацию на Красной площади, и он назвал этих людей, коммунистов, ну вот так, как нужно назвать. Он был немедленно арестован. Да. И в конце концов убит в Днепропетровской тюрьме. Мы это тоже знаем. Это были, ну, конечно... Мы его тоже видим. Вот, да. Самоотверженные люди. Конечно, Виджей Аптекашка. Айдер Бариев. Вот это вчера... Сегодня вчера был день рождения Айдера Бариева, человека, который участвовал, одним из фигурантов был процесса 10 активистов национального движения. Таких людей ведь очень много. Вот они Таких все людей, Зампира Аптеасанова, Виджей Аптекашка. Я просто... Сергея Караметова, давайте вспомним. Да, вот в эти дни Вот мы как раз, видим да, как раз это Айдер Бариев. Сервера Караметов 2 дня назад, ну вот День памяти был его. То есть это были настолько бессеребренники, настолько самоотверженные люди, что вот их портреты вообще должны висеть, ну, в каждом крымско-татарском доме, чтобы дети, да, помнили о том, что это герои, и просто учились у них. И поэтому, конечно, меня немножко, ну, я человек такого среднего, да, поколения, немножко коробит, когда молодежь, вот понимаете, ну, что называется, без году неделя, и не работая, да, вот в этом национальном движении, но они приходят только за должностями. Вот это, Эльмаз Ханум, не хочу об этом в праздничный день как-то в таком ключе, как будто я вот так старчески наезжаю, но немножко меня коробит это, когда молодежь приходит только за тем, чтобы там получить какие-то там преференции, преимущества, привилегии, должности. Вот это, конечно, Поэтому меня мы должны коробит. вспоминать И мы часто должны этих вспоминать людей, тех чтобы людей. они были для нас Вот всегда чтобы были ориентиром, примером, да, чтобы Да. мы не вели себя иначе. Гульнара Ханум, меньше, чем минута. Давайте закончим позитивно. Все-таки о перспективах. Вы как историк. Вот я задам тот же вопрос, который задают мне каждый мои соотечественники. Мы тоже хотим, когда мне вчера позвонила моя родная сестра и плачет, говорит, у вас столько мероприятий 26-го, а нам даже не дают почувствовать этот день. И она меня спрашивает, ну сколько еще, скажи мне. Вот я вам тоже спрашиваю, сколько еще? Ну, Эльмаз Ханум, я... Как историк. Давайте вот- так. вот- Лучше давайте закончим все-таки Да, позитивно. я как историк, я закончу как историк. Да? Давайте. Я люблю вспоминать эту историю. Еще лет эдак несколько назад в Крыму я брала интервью у Мустафа Ага и у Подробинника. И они беседовали, Александр Подробинник. И Мустафа Ага говорит, вот в беседе с ним, говорит, ну ты вообще думал ли, что мы с тобой в якутской ссылке доживем до того времени, когда рухнет Советский Союз?
Подробитник, ну, посмеиваясь, ему говорит, ну, как вообще нормальный человек мог об этом? Вот. И Мустафа Ага потом мне в интервью говорит, да, мы, может быть, но мы просто работали. Мы этот день, и это случилось. И вот представьте себе, Советский Союз рухнул, этот колосс на глиняных ногах, а за 2 месяца до этого, там, за несколько месяцев до этого состоялся Курултай, второй Курултай крымско-татарского народа, народа, которого планомерно уничтожали, и вдруг он воскрес, и это было действительно шоком для всех, в том числе, наверное, для многих крымских татар. То есть скоро все будет Скоро хорошо. будет. Скоро мы воскреснем точно так же, как вот феникс из пепла. Чехсағылмыз, Гульнара Ханом. Вот мы так оптимистично заканчиваем этот блог. Сағылмыз за интересные материалы. Сайғылы телесерджилеріміз, бұл güzel нұқтада программамызны екінлейміз. Хатырлатан программамыздың мұсафыры тарихчы Гульнара Ханом Бекирова олған еді. Марафонны семені меслектешім Гүлсім Халилова девам етежек. Дайма біздіре олыңыз.